Аван и Таванзем. Добрый день, друзья. Из родной истинной для чуваш веры. Ерех – божество-хранитель домашнего очага, из типа Кереметь, а христианские миссионеры-попы описывали его как злого духа. Ерех, как и Кереметь, включает в себя сразу несколько значений и понятий: божество, предмет, символ божества, место обитания божества. Ерех, как и Кереметь, амбивалентен, то есть он как добр, так может быть и злым. Территория обитания Ерех – это священное место для общения с природой, родом, божественными силами. Семейные божества-покровители Ерех чаще всего обитали в клетях, амбарах, реже во оврагах, отдельных деревьях, кустарниках, мостах. Поэтому дома или в тайном месте была корзина лукошка Ерех, Ерех-хулы, куда можно было класть жертвоприношения. В материализованном облике Ерех – это дерево. А отдельная веточка, оберег от этого дерева, чаще всего рябиновая веточка или пучок. Ерех чаще всего представляли в женском образе в виде кукол с национальной одеждой и украшениями. Реже встречались ерех в виде мужских фигур и фигурок животных, глиняные, отлитые из металла и вытесенные из дерева человеческие головы. В прошлом некрещенные истинные чуваши выдавали дочерей замуж с куклой-оберегом Ерех, которую изготавливали старшие в семье женщины для того, чтобы новобрачную ждала счастливая и долгая семейная жизнь. Основные назначения кукол Ерех – покровительство. Поэтому Ерех священный, и само слово восходит к древнетюркскому священный. Настоятельно рекомендует не злить это божество, так как за плохие поступки и плохое поведение Ерех может наслать различные болезни. Сохраняется вера в лечебные возможности данного божества, и не имеющие Ерех чуваши, в том числе крещенные, стараются получить доступ к Ерехам своих родственников, пользуются почтением старые заброшенные места их обитаний, и нередко они восстанавливаются. Вот так. Напишите, что вас еще интересует, о каких божествах рассказать вам. Жду комментариев.